О том, как министры Татарской и Якутской ССР сопротивлялись акту дискриминации в отношении национального образования со стороны Минпросвещения РСФСР. Звание почетного гражданина Республики Саха-Якутия Николай Иванович Шарин заслужил за один героический гражданский поступок, который долгие годы оставался малоизвестным эпизодом в его жизни. Николай Шарин стал министром в начале 60-х годов прошлого столетия, в период бесшабашных социально-политических и экономических инициатив позднего Никиты Хрущева. В стране происходили не совсем понятные по смыслу, целям и задачам реформы. В том числе и в сфере образования. Наш совсем молодой министр был приглашен на совещание в Москву. В Министерстве просвещения РСФСР рассматривался вопрос о новых стандартах преподавания родного языка и литературы в национальных школах автономных республик. Установка была однозначной – ограничить их преподавание, оставив лишь в начальных классах. Приказ министра просвещения РСФСР товарища Афанасенко по существу был актом дискриминации в отношении национального образования и национальной культуры в стране. На совещании, посвященном задачам его неукоснительного исполнения, только министр Татарской ССР выразил свое сомнение в его целесообразности. Об этом и о том, как все это происходило, я услышал от самого Николая Ивановича во время приватных бесед летом 1986 года в Нюрбе, где он был в командировке, а я тогда руководил Ленинским районом. Участвуя в том совещании, он проживал в одном номере с коллегой из Татарстана. Интересный и даже исторически судьбоносный случай, как потом оказалось. После совещания в министерстве и принятых решений татарин был сильно взволнован. Зашел в номер, сразу позвонил в Казань и довольно долго разговаривал по телефону. Потом сходил в буфет, принес бутылку коньяка и предложил немножко расслабиться. В ходе разговора о приказе Минпроса сказал: «Коля, сегодня мы с тобой берем на себя ответственность за губительное решение, которое нам поручили выполнять. Если мы сделаем это, то грядущие поколения татар и якутов будут проклинать нас всю жизнь». Я только что имел разговор с секретарем татарского обкома и сказал, что не буду выполнять решение о свертывании изучения родного языка. Пусть лучше снимут с работы. Секретарь посоветовал подумать, как это лучше сделать. А я уже знаю. Вот приеду домой и об этом совещании и подписанном приказе никому не скажу. Никаких действий. А если из Москвы потребуют информацию, ответим, думаем и работаем. И тебе, Коля, советую поступить таким образом. Конечно, брат, мы очень сильно рискуем, но дело того стоит. По прибытии в Якутск Николай Иванович подробно доложил обо всем секретарю обкома партии Гавриилу Иосифовичу Черяеву и сильно озадачил его. А потом Гавриил Иосифович сказал: «Николай Иванович, я думаю, вы согласны с тем, что говорит ваш коллега из Татарстана. Давайте последуем их примеру. А если будут проблемы, я вас поддержу». На мои вопросы о том, как удалось избежать ответственности за недисциплинированность, Николай Иванович ответил: «Мы не акцентировали внимание на этих вопросах, чтобы не вызывать интерес ретивых служак». А Черяев сам в одно время работал в нашем министерстве и был профессионально близок к нам. Это помогало преодолевать системные проблемы образования. По словам Шарина, большинство автономных республик с усердием выполняли этот злополучный приказ и привели обучение на родном языке и развитие национальной культуры к упадку. И только в Татарстане и Якутии сохранили социокультурную динамику развития национальных языков и литератур. Потому здесь сохраняется относительно благополучная ситуация в этой области духовной жизни. Под непосредственным руководством Николая Ивановича Шарина проводилась большая работа по подготовке и переподготовке учительских кадров. Принимались своевременные меры и по обеспечению общеобразовательных школ учебными планами, программами, учебниками и учебно-методическими пособиями, серьезно укреплена учебно-материальная база школ за счет нового строительства или реконструкции существующих. Школы республики интенсивно обеспечивались учебно-наглядными пособиями, техническими средствами обучения, что позволило переходу школ к кабинетной системе обучения. В любом уголке Якутии Шарина Николая Ивановича знали как мудрого политика, руководителя, талантливого педагога, одаренного природным умом человека с большой внутренней культурой и обаянием. Отличительной чертой Николая Ивановича Шарина до самых последних дней оставались справедливость, скромность, честность и чуткость.